Bugün bu gece bize представлена цель, как тут нужен, нужен. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогая наша будущая золотая молодежь, кадетский корпус, ученые, любители и просто сотрудники нашего Чувашского государственного института гуманитарных наук. Хочу сказать, что этот фонд имеет историю. В лице его руководителя Валерия Бургая выступил с инициативой проведения сделать что-нибудь в стенах родного института. Мы с удовольствием согласились. Поэтому, дорогие друзья, что касается буквально в двух словах в нашем институте, это единственный в мире вот тут много молодежи институт, который занимается чувашеведением. 4 основных направления работы: археологическое, историческое, которое включает в себя историю непосредственно, этнографию, этнологию, социологию, филологическое, это языкознание, словари, фольклор, литература, и искусствоведческое направление, в основном занято музыкальным искусством, живописью, ну и другими жанрами тоже. Город награжден орденом знак почета. Вот, собственно, все. Уже я никого почти представлять не надо. Тем не менее, назову почетный гражданин города Чебоксары и Чувашской республики Николай Федорович Гаврилов. По порядку, да? Любимец публики. Народный поэт Чувашии. Заслуженный работник культуры и Чувашии, и Республики Татарстан Валерий Тургай. Валерий Владимирович Тургай. Наш почетный гость, председатель правления Союза писателей Российской Федерации, автор большого количества книг Николай Федорович Иванов. И глава Канашского муниципального округа Михайлов Сергей Николаевич. Я бы хотел еще раз сказать слова благодарности за то, что мы здесь. Слова особой благодарности команде Николая Федоровича, нашего героя, ну и от имени Государственного совета Чувашской республики. Большое вам спасибо, как он не очень. И позвольте слово для приветствия. Вот у нас единственный президент Канашского района Сергею Николаевичу Михайлову предоставить слово в качестве приветствия, а далее будем работать. Добрый день, Николай Федорович, Алексей, Хамазен, Милашсен. Добрый день всем, всех рад приветствовать. Действительно рад всех видеть в таком замечательном заведении, как уже озвучил наш. Его история уже велика. Сегодняшний день, все знаем, собрались чествовать это сегодняшний войдет в историю для Чувашской республики с очередным такими высокими наградами. Поэтому всем в преддверии Нового года желаю наступающим Новый год, желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Далее простым правлением позвольте передать народному поэту Чувашии Валерий Тургай. Пожалуйста, Валерий Владимирович. Салам всем, честь приятеля премии лауреата всем. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня особенный день. И по календарю 22 декабря это всегда нечто особенное. И для нас, для жителей Чувашии, сегодняшний день знаменателен тем, что здесь, в этом прекрасном зале, состоится церемония вручения международной премии имени Михаила Сейстера, выдающемуся сыну Чувашии и всей России Николаю Федоровичу Гаврилову, а также мы будем проводить с вами
презентацию второй части уникальной книги «Позывной маэстро». И я еще раз хочу, чтобы вы поаплодировали Николаю Федоровичу Гаврилову и Николаю Федоровичу Иванову. Аплодисменты. Вот есть государственные награды, государственные премии, и есть общественные награды, общественные премии. Такой премией для Чувашской республики, для чувашского народа является премия имени Михаила Сейсполя. 24 декабря 1966 года Бюро Чувашского обкома ВЛКСМ, протокол номер 9, заседание бюро от 24 декабря 1966 года. Всего на сегодняшний день лауреатами премии имени Сейсполя является 88 человек. И из них 33 стали лауреатами премии уже, увы, после распада комсомола, Чувашского обкома комсомола. В 1996 году мы образовали фонд Михаила Сейсполя, и так вот получилось, что ребята из комсомола, а тогда был уже союз молодежи, передали нам по протоколу премию имени Сейсполя вместе с медалями лауреата, которые были изготовлены в моем дворе в Москве в количестве 100 штук. И премия, она действительно престижная. Достаточно сказать того, что лауреатами премии имени Сейсполя являются два героя Советского Союза. Это Юрий Збанавский, украинец, партизан, командир партизанского отряда крупного на Черниговщине. Он получил премию еще в 1967 году. Лауреатом премии является дважды герой Советского Союза космонавт Андриан Григорьевич Николаев. И лауреатом премии имени Сейсполя является герой России Николай Федорович Гаврилов. Браво! Я вам показываю уникальную книгу «Лауреаты премии комсомола Чувашии имени Сейсполя». Это раритет, это дефицит. Она издана в 1979 году еще. Здесь и Леонид Агапов, здесь и Петр Кузангай, и другие лауреаты. А в 2010 году мы издали вот этот сборник «Лауреаты международной премии имени Сейсполя». Ну, эту книгу сейчас не достать. Мы договорились, что в следующем году, вот когда будем праздновать 125-летие нашего гениального Сейсполя, мы издадим еще раз книгу «Лауреаты международной премии имени Сейсполя». Почему международная? Наверное, законный вопрос возникает. Дело в том, что в последние годы мы присуждали премию имени Сейсполя и украинцам. Это Николай Перич, директор школы имени Сейсполя. Это ансамбль, украинский ансамбль «Не-не-не». Украинские дети когда-то пели на чувашском языке, на чистом чувашском. Это Станислав Репьях, поэт из Чернигова. Лауреатом премии Сейсполя стал татарин Ренат Хамис, вы прекрасно знаете. Стал лауреатом премии аварец Магомед Ахмедов, к сожалению, покойный. Магомед Ахмедов издал сборник на аварском языке. Это язык великого Расула Камзатова. Сборник в Минске. Вышел сборник Сейсполя «Роля нового дня». К сожалению, переводчик умер, Николай Метлицкий. А сегодня я имею честь вручить премию, международную премию имени Михаила Сейсполя Николаю Федоровичу Гаврилову. Для этого я приглашаю на сцену двух моих заместителей по фонду Михаила Сейсполя, двух учредителей фонда, а фонд учрежден в 1996 году, заслуженного строителя Чувашии Валерия Николаевича Гордеева и героя афганца
кавалера ордена Красной Звезды Анатолия Шагарова. Прошу, Аркаша. Чувашский республиканский фонд Михаила Сейстеря. Диплом за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие национального самосознания чувашского народа Гаврилову Николаю Федоровичу присуждена международная премия имени Михаила Сейстеря, директор фонда Михаила Сейстеря, Тургай, город Чебоксары, 15 июня 2023 года. Мы объявили в день памяти Сейстеря о присуждении премии. Позвольте, уважаемый Николай Федорович, вручить вам диплом. Медаль лауреата вручает медаль Гавриев Валерий Николаевич. Волнуется. Это тебе не Дамаскрой. Да. И денежную часть премии будет вручать наш дорогой Шагаров Анатолий Васильевич. Браво! Аплодисменты! Еще вторым лауреатом этого года стал наш выдающийся общественный деятель Константин Геннадьевич Яковлев. Он был министром культуры Чувашской Республики и очень много сделал для развития нашей культуры, для укрепления межнациональных связей. Не смог приехать, он первый заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана. Мы специально поедем в Казань, там организуем праздник дружбы, поэзия и вручение премии состоится в Казани в Доме дружбы. Спасибо, тогда будет. Сейчас я, до того, как начнутся поздравления, Николай Федорович, хочу вам вручить лично от меня вот этот альбом «Кавказец родом из сада. Высокие звезды Расула Гамзатова». Я знаю, как вы уважаете Расула Гамзатова, его творчество. Специально привез из Махачкалы. Вы знаете, мы были в сентябре на праздновании столетия Расула Гамзатова. Руководителем делегации был уважаемый Николай Федорович. И специально для вас я из Махачкалы привез этот альбом. Примите, пожалуйста, это лично от меня. А нашему высокому дорогому гостю хочу вручить вот этот альбом. Могу сказать, он уникальный. История края, Чувашского края, уникальных архивных документов. Николай Федорович, это вам. Очень многое вы здесь узнаете. Итак, позвольте, перед тем, как я предоставлю слово, зачитать приветствие от нашего друга Юрия Щербакова. Он председатель Астраханского отделения Союза писателей России, секретарь правления Союза писателей России. А новый день, как жаждет целина прикосновения золотой руки, животворящей силою она в сердцах рождает веры родники. О новый день, ты сеешь над страной не зерна, звезды вглубь моей земли. Пройдись по ним заветной бороздой, чтоб всходы светоносные взошли. А новый день, я знаю наперед, ты не обманешь радости святой. Пускай судьба чувашская взойдет, заветная на ниве золотой. Николай Федорович Гаврилов и Константин Геннадьевич Яковлев из тех замечательных пахарей судьбы Чувашии, о которых мечтал в этих строках, которые я перевел на русский язык, великий поэт Михаил Сейстерь. Без их каждодневного труда, без их неукротимого желания сеять на родной земле светоносные семена добра и справедливости, нива чувашской духовности и культуры была бы скуднее. Кому, как не им, творцам и созидателям, быть лауреатами премии гордости Чувашии, его поэтического солнца. От души поздравляю новых лауреатов, успехов вам в созидании нового дня, счастливой Родины, в которой верил Михаил Сейстерь. Юрий Щербаков, город Астрахань, 20 декабря 2023 года. Позвольте. Спасибо. Ну и сейчас будет сюрприз для нашего гостя Николая Федоровича Иванова.
Я сегодня в 5 утра написал стихи, и называется «Шенгелюзия», и уже Юрий Щербаков перевел на русский язык. Сперва прошло на чувашском языке, стихотворение посвящается выдающемуся общественному деятелю, выдающемуся русскому писателю, полковнику Николаю Федоровичу Иванову. «Шенгелюзия, улзада речень, юнбадар, пиднумайтых малла, Шенгелюзия, ядай лечень, яланах каваллар малан, Шенгелюзия, улзада речень, пиднумай, Таган Савикнелле, Шенгелюзия, ядай лечень, Шонарбек Хемлензе, Чичнелле, Шенгелюзия, улзада речень, яланах чоншоншин булмалла, Шенгелюзия, яда лечень, Сюндерзенде, шавах шумалла. Победитель, перевод Юрия Щербакова. За считанные часы и минуты. Победитель, полковнику Николаю Федоровичу Иванову. Выше звания нет, победитель. Чтобы услышать его о себе, верой в Родины счастье живите, пот и кровь отдавай судьбе. Выше звания нет, победитель. Нет к нему обходного пути, за звездой надежды спешите, чтоб его у людей обрести. Выше звания нет, победитель. Для того оно ныне и впредь. Кто готов на заветной орбите лишь любовью к отчизне гореть? Это вам. Об наверное, он сам скажет Николаю Федоровичу Иванову. Дорогие друзья, здравствуйте. Я, на самом деле, уже 2,5 раза здесь был. Половина, потому что первый раз я мало что запомнил, это было ночью. Но то тепло, которое я ощутил здесь у вас, на вашей земле, оно настолько согрело, настолько тепло дало меня, да, что тут только появилась возможность приехать сюда еще раз, я с удовольствием это сделал. Знаете, сегодня вот награждение премии Михаила Сеспеля. Так получилось, что теперь и я связан с этим именем. А почему? Вчера состоялся указ президента Российской Федерации о награждении меня и еще 9 членов Союза писателей России медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Браво! Поздравляю, и у нас получается такое, теперь получается единение. Николай Федорович, мы с вами теперь праздник одного дня будем праздновать, да? Но я хочу сказать, что кроме меня еще наградили 9 писателей России. Это впервые. Это впервые, чтобы сразу 10 писателей из одного Союза писателей России были награждены. Мы награждены закрытым указом. Этот указ по нашей работе в зоне специальной военной операции. А нашпиговано, буквально нашпиговано горячими точками, человеку военному не попасть на войну очень сложно, практически невозможно. В то же время у нас так получается, мы сегодня уже с кадетами говорили, у нас практически воюют одни и те же батальоны, у нас воюют одни и те же полки, у нас воюют одни и те же офицеры. Почему? Потому что гвардия, потому что мы опыт выставляем вперед, опыт. Гвардия, вот есть первая шеренга. В первой шеренге всегда есть правый фланг. Вот на правом фланге стоит гвардия. Гвардию на второстепенное направление никогда не посадят. Гвардия — это всегда самое лучшее. Вспомните картину, давайте вспомним картину, наверняка вы ее помните, «Утром на Куликовом поле». На этой картине впереди вот стоят наши русские полки перед битвой. А впереди кто стоит? Впереди стоят бородатые мужики в белых рубахах. Это отцы. За ними стоят уже облаченные кольчуги и сыновья, молодые ребята. Но впереди отцы.
самые опытные. Они примут на себя первый удар. Они покажут своим сыновьям, как надо сражаться. Они покажут, и какой опыт должен быть через вот этот опыт. Вот Николай Федорович и его сослуживцы, я не отделяю его от его сослуживцев, от его команды. Это вот эти как раз люди в белых рубахах. Это люди, которые защищают Отечество. Люди, которые первые становятся на защиту нашей Родины. И я очень рад, Егор, что вышла такая книга. Я очень рад, Егор, потому что я могу видеть, я как председатель приемной комиссии Союза писателей России вижу, какие книги порой к нам приносят. Некоторые книги мы просто даже не открываем. Мы смотрим обозначение, смотрим, что нарисовано. Мы говорим, идите гуляйте. И наше это. И не Россия это. И не надо детям это читать. И читателям не надо это читать. И мы ждем именно такие книги, которые с героем. Мы ждем книги, которые научат, которые информационно насыщены. Эта книга, я еще раз говорю, это большой труд составителей, авторов, потому что собрать воедино огромное количество материалов, собрать воедино, добыть материал. Материалы о войне, материалы о людях военных, это всегда надо их добывать, по-другому не получится. И когда эта книга выходит к людям, и когда эта книга становится достоянием, конечно же, здесь вторая часть. И она не менее сложна, чем написать эту книгу. Вторая часть – это чтобы эта книга дошла до тех, кому она предназначена. Это есть слово продвижение книги, да? Но это вот такие презентации, это тоже так. Вы должны говорить, что есть такие книги, чтобы не говорили не только о своих книгах другого направления, другие люди, да? А мы говорим, а есть такие книги. А посмотрите на обложку. А что здесь? А кто здесь? Да? Поэтому еще раз я от имени Союза писателей России благодарю в первую очередь авторов, тех, кто работал над этой книгой. Я представляю, насколько им сложно было вот это сплести узор и составить стержень книги, чтобы она не рассыпалась, потому что здесь столько имен, столько событий. Вот она не рассыпалась, она очень цельная книга. И знаете, цельность этой книги придал герой книги. Есть о чем писать, есть о чем говорить. И есть поведение героя, на которое можно опираться. Поэтому вот это сочетание автора, героя и составителя книги, потому что, кроме того, что написать, надо еще ее и издать. Вот эта троица, триединость, вот это. Ну а мы четвертые, мы слушатели, мы читатели. И просто благодарим вас всех, вот эту троицу. Спасибо вам. Спасибо. Много сделал для патриотического воспитания нашей молодежи, делает и, уверен, будет делать. И во многом его вина, в кавычках, за то, что эта книга, и первая часть, и вторая часть дошли до читателя. Кстати, первая часть, Николай Федорович, оказалась даже на Камчатке, у Скушляева Александра Александровича. Когда узнал, что есть такая книга, в Махачкале мы с ним познакомились, и говорит, пожалуйста, пришлите мне книгу. И мы, конечно же, отправили. Сейчас я для приветствия и поздравления хочу пригласить, пригласить на сцену еще одного Николая Федоровича Угаслова, почетного гражданина города Чебоксары, почетного президента Чувашского национального конгресса. Итак, на сцене 3 Николая Федоровича. Аплодисменты! Дорогой мудр, президиум Игорь Николаевич Федорович, Капла Тусым, добрый день, уважаемый президиум, два Николая Федоровича,
И, дорогие друзья, замечательная встреча, согласитесь. Это исторический момент, когда вот два Николая Федоровича, два героя считают, ну я рядышком еще третий Николай. Это для меня исторический случай. Здорово. Я долго говорить не буду. После Николая Федоровича много не стоит говорить. Обо всем можно сказал. Хочу сказать уже, да, дорогие мои дети, героями не рождаются, героями становятся. Вот это как раз книга о том, как раз путь нашего легендарного героя Николая Федоровича. Советую, если вдруг что-то у кого-то не сможет купить, я могу помочь это купить. Решить. Замечательно. Пусть будет ваша настольная книга. Ведь, хочу сказать, мне уже 80-е годы, да, жизни немало от нас зависит, но многое от нас самих зависит. Николай Федорович уже сказал о том, что как в жизни все бывает сложно, в любом случае, с кем мы сведемся, куда направимся, какой путь выбираем, от этого много зависит. Но этот выбор всегда за нами. Понимаете? Вот. А иногда мы очень боимся трудностей. Вот. Не надо бояться трудностей. Я советую вам, немного не буду заниматься, советую учиться все преодолевать трудности, все воспринимать в мире как есть и стараться хорошо учиться. Стремление будет отличным и заниматься спортом. Пока вы школу закончите, вот мой совет, чтобы вы пока в школе учитесь, да, каждый парень должен быть спортсменом. По какой-нибудь, по любому виду, стремиться к этому. Вот это вот делали, это помогает преодолевать трудности. Второе, учиться отлично. Тогда будет везде открывается пути, дальше открывается. Быть конкурентом, вот что самое главное в жизни. Конкуренция не нами придумана. Вот. Я советую, берегите себя, берегите здоровье, уважайте старших, любите своих родителей, любите свою родину. Родина начинается с семьи, своего дома, своей улицы, города и страны. И всегда будет, тогда будет всегда хорошо. Спасибо за внимание. Николая Федоровича Гаврилова уважают во всех регионах России, это не секрет. Огромным уважением он пользуется и в Петербурге, и сегодня здесь должна присутствовать Васильева Надежда Викторовна. Она представитель руководителя питерских чувашей Валериана Гаврилова, и сам не смог приехать. Пожалуйста, встречаем Надежда Викторовна Васильева. Питерские чувашского национальной культуры автономии председателя Николай Валерий Анатольевич Гаврилов, уже салам замазывающий Людмила Викторовна и объекты протекции Многоуважаемый Николай Федорович, Чувашская национальная культурная автономия Санкт-Петербурга и Чувашское культурное общество Ленинградской области поздравляет вас с присуждением международной премии имени Михаила Сеспеля. Эта очередная ваша награда является образцом выполнения профессиональных задач и служит примером для многих руководителей национально-культурных автономий и обществ России. За этот год совместной работы под вашим руководством мы подняли на высокий уровень авторитет федеральной национально-культурной автономии Чувашии России реальными
и эффективными делами в разных регионах России. Мы отдаем дань уважения вашему профессионализму, мудрости и самоотверженности. Вы являетесь достойным примером беззаветного служения Отечеству и народу. Мы гордимся вами, желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов во благо нашей Чувашской Республики и Великой России. С глубоким уважением заслуженный работник культуры Чувашской Республики Валерьян Анатольевич Гаврилов. С любовью и уважением Чувашское национальное общество передает Николай Федорович вам изделие фирмы художественных промыслов «Пахатера», скатерть с 6 салфетками. Это оберег для хозяина, ну и для хозяйки. Браво, аплодисменты. Браво, спасибо. Привет Валерьяну Анатольевичу. Давным-давно он в Мурманске жил и работал, принимал нашу делегацию. До того, как со словами благодарности выступит наш новый лауреат премии Енисейского, я хочу предоставить слово двум нашим военным. Это тогда коллеге-вертолетчику, асу, кавалеру ордена Красного Знамени. Мы вместе были в 2011 году доверенными лицами президента России Путина. Мы этим гордимся. Итак, встречайте, Матвеев Геннадий Петрович, майор, кавалер ордена Красной Звезды, Абрятовск. Красного Знамени, простите. Вице-премьер Херли Шамсин, президиум Архаран Дахапла Ханадин. Добрый день, дорогие земляки, молодежь, уважаемый президиум. Хочется выразить огромную благодарность организаторам этого мероприятия, уникального мероприятия, где происходят самые истинные наши желания и патриотизм, любовь к родине, малой земле и уважение тем людям, которые заслужили это уважение. Я здесь открыть не хочу что-то такое, потому что и книга уникальная, и герои настоящие. Но единственное, я сегодня рад, что среди 3 Николая Федоровича, 2 они мне по судьбе, благодаря судьбе, что Николай Федорович угаснул, Николай Федорович Гаврилову. Но сегодня нашел я 3-го Николая Федоровича, который герой Афганской войны, герой Чеченской войны, сегодня он продолжает свою уникальную деятельность на своей стезе. Говоря о нашем герое, я почитал, через год с лишним будет 50 лет, как я знаю, Николая Федоровича Гаврилова. А познакомился с ним, естественно, в родном училище в 1975 году. Я уже второкурсник, а он первый курсник, по традиции, чувашские люди, за нашими, и сегодня он как выглядит, нисколько не изменился, скромность его, уникальная. Что соответственно. А его заслуги говорят о нем. Я без всякой лести, как человек, то, что родители школа вложили в этого парня, когда он был парень в школе, я хочу молодежи пожелать. И то, что у него стоит, он достиг из этого скромного парня сегодняшних успехов только благодаря тому, что вложили в него. Поэтому я всегда гордился, горжусь, и мы боевые товарищи сегодня, Анатолий Васильевич Шагаров, есть мой друг, инвалид войны в Афганистане, мы всегда чествуем, ждем его, нашего героя и других героев. Поэтому
Спасибо за приглашение, за участие такое. Вы все призваны, все здесь сидящие и будущие патриоты России, здесь все, кто есть, стараемся дальше, чтобы наша Россия была мощной, наша республика процветала, и наши ветераны всегда воспитывали достойно нашего молодежи. Спасибо. Ребята, я особенно рад сегодня за вас. Как вам повезло сегодня быть здесь, видеть этих великих людей. Я думаю, вы запомните на всю жизнь нашу сегодняшнюю встречу. Я очень рад за вас, Кида Сережин Саврадов Баян. Слово имеет выдающийся сын Чувашии, России, герой России, руководитель Национальной культурной федерации Чувашей России, лауреат международной премии имени Михаила Сеспеля Николай Федорович Гаврилов. Уважаемый Николай Федорович, президиум, дорогие друзья, для меня тоже уникально находиться среди вас сегодня. А что сегодня? Вроде бы конец года. Все подводят итоги своей деятельности. И провел свою пресс-конференцию, я считаю, выдающуюся, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Вы все очень внимательно, я уверен, смотрели за ответами на вопросы, на самые острые, на самые неудобные вопросы. И вы согласитесь с тем, что сложно для страны время умеет наш руководитель прямо, открыто отвечать на острые вопросы. На этой пресс-конференции были задеты наиболее важные вопросы современности. Но ничто не было сказано про культуру. А это само собой подразумевалось, и в дальнейших расшифровках было сказано, что пришло время таких писателей, как Акунин, убрать с книжных полок. А кто вместо него? Оказывается, сборники стихов солдат, участников СВО сейчас просто очень популярны. И Писательский союз выпускает сборники стихов, написанные бойцами с СВО. А что такое СВО? Это самое тяжелое испытание в жизни. Война – это самое тяжелое испытание для человека. Для таких испытаний не каждый годится, но испытания могут коснуться каждого. И тогда, когда тяжелые моменты человека прижимают к сложным ситуациям, у человека появляются силы, появляется энтузиазм или муза, так называемая. И человек стихами или художественной прозой изображает свое отношение к родине, к матери, к другу, к предкам. И вот Валерий Владимирович мне присылает каждое утро свои стихи, в 5 утра он встает и пишет стихи. Они разные, они о хорошем, о плохом. Это профессиональный поэт. А у простых людей не всегда такое случается, не каждое утро у людей пишутся стихи. И вот тогда, когда на войне солдат между жизнью и смертью, оказавшись, остается живой, у него эмоции высказываются в стихах. И я 12 сентября 2001 года тоже не смог удержаться и написал стихи. Я же не поэт и не хотел. Вот первый куплет из моих стихотворений. Просто я взял бумажку, карандаш и как будто гимн, выученный наизусть, написал
И теперь под эти мои стихи поются даже песни. Наш командир над глобусом склонился, и Егорыч строго произнес: от этого зависит величие России. И экипажи собрались в полет. Я не претендую на писательскую среду и на поэт во мне и не родился, может быть. Но книги пишутся по одним правилам. Для того, чтобы написать книгу, у человека должна быть мотивация. И он пишет предисловие. А для того, чтобы книга как-то завершилась, человек пишет заключение. А середину он может писать всю жизнь. Наполнять его, но предисловие и заключение должны быть написаны сначала. Поэтому книга, которую я написал, предисловие и заключение, пишется. И Николай Федорович Иванов меня запретил пока писать книгу, и жена тоже. Молодой, но еще рано тебе. Я с этим согласен. И вот я, получая сегодня перед вами столь высокую премию, считаю премию авансом. Может быть, когда-нибудь что-то я напишу, а может быть и нет. Но написал же Константин Иванов одну поэму «Морские» и стал народным поэтом. А я уже свои стихотворения написал. Сельский Мишель жил в сложное время, и он написал 7 стихотворений на чувашском языке и 3 на русском. Но для того, чтобы стать народным поэтом, наверное, маловато, да, но мало он прожил. Время было сложное, тяжелое. И сейчас время непростое. Зря вы думаете, что сейчас все хорошо и все спокойно. Мы проводим презентацию книги и получение премии. Видите, в какой среде? В гуманитарном институте. Спасибо руководителю, что предоставил такое помещение. Спасибо вам, что вы все пришли послушать прежде всего председателя Союза писателей России. Вы можете представить точку на большой территории Российской Федерации, где председатель Союза писателей общается с публикой, потому что он считает, что это общение сейчас очень важное событие для нашей страны. Он с вами здесь, и я, Николай Федорович, благодарю вас, что вы выбрали нашу республику для того, чтобы посетить ее. Хотя график его работы и деятельности очень наполнен, обширен, и сегодня его в администрации президента России ждут, но он посчитал, что здесь его фронт, его бой здесь, и он всегда в бою. Я, получая эту премию, горжусь тем, что уроженец села Ямбичи, Канашского района Чувашской республики, получил эту премию. Я горжусь тем, что президент Федерации спортивной борьбы Чувашии получил эту премию. Горжусь тем, что председатель Федеральной национальной культурной автономии получил эту премию. И распространяю эту премию как ответственное поручение всей нашей чувашской общественности. Хочу еще привести мои следующие наблюдения. Я смотрю, в зале сидят очень известные люди, очень патриотично настроенные, достигшие в своей жизни больших результатов. Я низко вам кланяюсь и благодарю за то, что вы нашли время и пришли сюда на церемонию вручения этой премии. Жаль, что второй лауреат не пришел. Хотя я с ним предварительно созванивался, и мы договаривались, что вместе с уважаемым новым бывшим министром культуры Чувашской республики будем вместе за этой трибуной благодарить фонд за признание нашего скромного вклада. Горжусь тем, что
получил и Адриан Григорьевич Николаев, дважды Герой Советского Союза, и я стал таким же, как он. Ибо я свою жизнь строил по следам Адриана Григорьевича Николаева. Я выбрал свою профессию благодаря его полету. Хочу сказать еще два факта. Башкирская писательница Зинаида Николаевна Сурван написала книгу. Эту книгу фонд «Сельской миши» издал в этом году. Сама писательница не потратила ни одной копейки. Это один факт. Есть другой факт. Выпускница художественного училища, закончив Академию художеств Санкт-Петербурга, написала известнейшую картину, которая заняла первое место по итогам прошлого года, называется «Чувашская свадьба». Ее размер 6 на 3 метра. Она в Санкт-Петербурге хочет подарить эту картину Чувашскому национальному музею. Чувашской национальной библиотеке. Чиновник, должностное лицо Чувашии, сказала: у меня нет денег для того, чтобы транспортировать вашу картину в Чувашию. Это сегодня происходит. И сегодня тоже сложное время, такое же, какое было при Михаиле Сестине. Вы знаете его судьбу и какими вопросами Михаил Сестин встречался и как он их решал. Не скажу, что он очень удачно их решил, но тем не менее он стал известным представителем чувашского народа. Существует фонд, существует честь и слава чувашской литературы, и наша с вами задача и честь поддерживать ее на высоком уровне, что и делает Валерий Владимирович. Я являюсь патриотом Чувашии. Хочу сказать, что в Чувашии живет около 1 миллиона человек. Но 1 миллион человек могут создать один фонд писателей. Или мы будем создавать 5-7 фондов писателей. И каждый из себя строит чего-то и как. Поэтому здесь нет и второго лауреата, и многих других должностных лиц. И не надо стесняться говорить правду. Я понял, что чуть-чуть, может, лишка сказал. Но хочу сказать, что будем и дальше вместе работать по совести, для того, чтобы честь чувашской литературы, чувашского народа была на высоте. Браво, браво, Николай Федорович. Рожденный летать Николаю Федоровичу Гаврилову, генералу-лейтенанту авиации, Герою России. Стихотворение мной написано «Рожденный летать». Извините за голос. Рожденный летать обязательно будет летать, крылом отметая могучим бескрылых хулу. Недавно судьба ему дарит орлиную стать. А что, кроме неба бескрайнего, нужно орлу? Рожденный летать, наделен заповедной судьбой, умением решимость все страхи свое обратить. Пусть мрачные тучи не прячут простор голубой. Рожденный летать никогда не собьется с пути. Рожденный летать, лишь о том из людей говорят, кто прямо и гордо к мечте направляет полет, победным полотнищем малым, надежды заря, навстречу его непреклонным стремлением встает. Рожденный летать обязательно будет летать, крылом отметая могучим бескрылых хулу. Недаром судьба ему дарит орлиную стать. Что кроме неба бескрайнего нужно орлу? России, солдату России,
на родном Чувашском. Санбабрный мир, Рощей Салдага, Ватыбыки, Санбабрный Ялан, Чакнабалах бит, Лали Бескалерин, Ахмеджичук, Вайлахи, Санеран, Санбабрный Ваян, Тванамадов, Амурда Енисей Санбабрный, Везене Батасалексем, Везене, Хирене, Кирит, Тванчарен, Санбабрный Ваян, Маншабрый Тусам, Мускада Пидер, Шуруш Башкар, Хузанности Кадмазар, Шемеришин, Бедращий Баян, Сабир Хастар, Санбабрный мир, Рощей Салдага, Егир Делюгна, Шурехес Баян, Ватыбыки, Санбабрный Даван, Санбабрный Влад, Рощей Ялан. Да, слово. Уважаемые гости, да, Николай Гаврилов. Пожалуйста, пожалуйста. Наш командир над глобусом склонился, и вдруг Егорыч строго произнес: от этого зависит величие России, и экипажи собрались в полет. По правилам полетов визуальных мы пролетели санный маршрут, и на высотах, на предельно малых, пошли туда, где нас давно уже не ждут. Да вертолеты ночью не летают, и горы покоряются судьбе. А во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Когда во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Комплект ушел по назначению, и стало вдруг светло в ночи. По нам стреляют, как мы не на учениях. Маэстро их молодец, мочи. Ведь вертолеты ночью не летают, и горы покоряются судьбе. Когда во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Когда во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Там много тайн хранится на Лубянке. Нас просят иногда нажать курок, где не пройдут ни корабли, ни танки. Мы нанесем удар по цели в срок. Да, вертолеты ночью не летают, и горы покоряются судьбе. Когда во тьме над ними промыхают ночные крылья азов ФСБ. Их эти вертолеты ночью не летают, их горы покоряются судьбе. Когда во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Когда во тьме над ними громыхают ночные крылья азов ФСБ. Очень хорошие слова. Спасибо вам, Николай Федорович. Насколько я помню, вы на одном дыхании эти слова написали после своего вылета в Баку в 2001 году. Мы издаем книги. Вопрос-то простой, для кого мы это делаем. И отвечая на этот вопрос, я хочу сказать,
что сегодня самыми главными участниками нашей встречи являются представители подрастающего поколения. Именно для них мы создаем произведения, книги, фильмы патриотические. Именно для них мы сейчас находимся здесь, в этом зале. Я попрошу поприветствовать и кадетов, и студентов. Давайте громко им похлопаем. В первую очередь на сцену приглашаем магистранта историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Максима Казимирова, кадета Янковской школы имени Героя России Николая Федоровича Гаврилова Павла Гаврилова и кадета средней образовательной школы номер 40 города Чебоксары Ивана Свинцова. Да, коллеги, всем добрый день. Большое спасибо за данное слово. Но все же давайте становимся на высокий грузин. Очень не хочется, поэтому, с вашего позволения, стану через волку, да. Так будет правильно. И у нас сегодня очень важная миссия. Сказать от имени молодежи, что нам именно дало прочтение данной книги, что нам дало знакомство с ней. И прежде всего, перед знакомством с содержанием, во мне укрепилась мысль о том, что важно не стремиться к получению высокого звания героя как к таковому, а везде и во всем, тем более в своем ремесле и деле, стремиться быть лучшим из лучших. И пример нашего героя, он очень показательный, и на таких людей, конечно, нам нужно равняться. И функций у данного труда, конечно, очень много. Это функция воспитания, это функция напутствия, в конце концов, образование морали, ее поддержание и создание. Но хочется рассказать еще другую сторону вопроса, а именно то, что данная книга может стать хорошим подспорьем для нас, для историков, проведения исследований, поскольку в ней описываются очень важные события боевых действий на Ближнем Востоке, в Передней Азии, на Кавказе, и даже, возможно, малоизвестные факты о нашем президенте. И я выражаю полную уверенность в том, что у этого труда будет очень долгая, длинная жизнь, о том, что она станет очень полезным подспорьем для нас, для студентов, в том числе и в нашем вузе. И я, конечно, буду рекомендовать ее прочтение всем своим друзьям и коллегам. Большое спасибо за данное слово, спасибо за такую честь. Всем доброго времени суток, меня вы представили, я кадет 10 класса Янковской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова, Гаврилов Павел. От себя хотел бы добавить, что данная книга для меня не просто биография знаменитого человека, но она еще и книга-наставник, которая воспитывает молодое поколение и дает важные советы, как решать актуальные жизненные задачи. Николай Федорович – образец достойных поступков. Наш современник учит нас не становиться лучше только ради себя, а ради своей родины, своего народа, своей страны. Для меня Николай Федорович невероятный человек. Я восхищаюсь им. Добрый день, меня зовут Сафуан, я ученик СОЖ номер 40. Для меня Николай Федорович является человеком легендарным, человеком с великим стержнем, никогда не прогибающим ни под кого. Он для меня является примером, кем надо становиться в жизни. И прочитав книгу о нем, я понял, кем я хочу стать. Я понял, кем надо быть. И я узнал о тех событиях, о его первом вылете, о том, как он делал экспедиции на Южный и на Северный полюс. И я понял, что нужно к этому стремиться. И лично от себя советую, что нужно каждому человеку прочитать данную книгу. Спасибо. Николай, прошу вас сфотографироваться с нашими участниками. Потом устраивайте, пожалуйста. Идите. Спасибо вам. Спасибо. Николай Гаврилов – живая легенда российской авиации. Он, наверное, не просто лучший вертолетчик России, а лучший вертолетчик мира. Это гордость России. Это герой нашего времени. Он делает то, что не могут другие. И я считаю Гаврилова вторым своим сыном.
А вы его смотрите, как я его назвал. Учите. Это книга о дружбе, это книга о любви, о преданности, о чести, о достоинстве. Книга не только о Николае Федоровиче, она и о исторических событиях нашей страны. Каждая книга – это жизненный этап человека. Этот человек с заслугами. Он поставил себе памятник жизни, но остальные должны брать его пример. Так как он мог любить страну, свою родину, свою землю, это не так сложно. И поэтому кто-то думает, что он герой России, он, например, думает, что он бы по-другому не смог. Мы же учились на примерах Николая Федоровича, на этих книгах. Задача государства, это номер один задача государства. Сделать так, чтобы дети читали эти книги и брали себе на вооружение и выросли такими. Он совершил более 3000 боевых вылетов. Посадил вертолет на Южном и Северном полюсе. И даже на вершине Эльбруса. Маэстро. Человек-легенда. Сейчас в последнем кадре были показаны наши партнеры, без которых, естественно, мы бы не смогли создать эту книгу. И, пользуясь возможностью, я хотел бы озвучить, что более 25 организаций частных лиц поддержали создание этой книги как финансово, так и своим участием, трудом, профессионализмом. Поэтому эта книга по-настоящему народная. Поэтому мне хочется воздать должное партнерам-создателям. К сожалению, не все смогли быть. Вот. И я вам просил бы, Николай Федорович, выйти сюда. И я буду приглашать по списку наших партнеров. И мы вручим сегодня благодарность от Управления авиации Федеральной службы безопасности России. Итак, первым приглашается на сцену Валерий Николаевич Гордеев, директор строительной фирмы «Комплекс», член Совета состояния республики, благодарность от имени Управления авиации. А также Владимир Васильевич Свешников, Сергей Дмитриевич Порфирьев, генеральный директор производственной коммерческой фирмы «Гармония», президент Зимачево-Цивильского района, наш уважаемый друг. А также на сцену приглашается Олег Николаевич Широков, декан историко-географического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова, и Олег Николаевич, просим вас сказать ответное слово. Как это история? Можно, да. А вы сфотографировали? Да. Вы успели? Нет? Дорогие друзья, дорогие товарищи, я очень рад, что сегодня происходит здесь, на этой площадке, события исторического масштаба. Как историк вам это подтверждаю. И то, что сегодня здесь большая часть это молодое поколение, это означает, что это историческое событие, оно будет жить, продолжаться вот вашими делами, вашими мыслями, вашими целями, которые вы перед собой ставите. Здесь вот наши студенты Николай Федорович, историко-географического факультета. Николай Федорович, он большой патриот России и, конечно же, большой патриот нашей системы образования, в том числе и Чувашского государственного университета. Я уже утром докладывал Андрею Юрьевичу Александрову о том событии, которое будет происходить, поэтому он, конечно же, хотел высказать вот все слова благодарности
той роли, которую вы играете в нашей стране, в нашей республике, в нашем университете. И всегда мы это ценим, и всегда будем очень признательны. Хотел бы вот сказать одно объединяющее слово, которое вот сегодня речь шла о книге. Да, действительно, исторический источник. Это действительно так. Это биография на фоне эпохи. Это очень хорошим литературным языком, вот, преподнесенное для нас, как для читателей. Очень важно, я вот сегодня беседовал на эту тему. Хорошо, прочитать, а где прочитать? А сколько этих книг? И вот когда вот информацию получил, что почти в каждую школу эта книга пришла, а вот это дорого стоит. Это действительно и есть главный смысл того, что эта книга сегодня презентуется. Книга должна получить своего читателя. И вот тогда она будет точно жить. Это означает, что вот на пространстве Чувашии она доступна на данный момент. И это значит, есть понимание и муниципалитетов, и нашего министерства, нашего правительства, вот что очень отрадно. И, конечно же, Николай Федорович – это человек государственный с большой буквы. И хотелось бы, чтобы вот это определение, оно очень хорошо было усвоено нашему подрастающему поколению. Вот когда такие люди есть в России, это означает, что мы всегда всех своих целей достигнем, мы обязательно победим. В общем, будем жить. Я хотел бы всем сказать, что фраза, которая на обложке вот этой книги, и фраза звучит как фундаментальный документ эпохи, это фраза Олега Николаевича Широкова. Поэтому он вписал себя в историю как историк дважды. Вот. И хотел бы напомнить, раз Олег Николаевич уже проговорил про тираж, что мы выпустили дополнительное второе издание, дополненное второе издание тиражом 2000 экземпляров. А сейчас на сцену приглашается Николай Федорович Чугасов, генеральный директор строительной компании ТУЗ, депутат Госсовета Чувашской Республики. Ему вручается благодарность от имени Управления авиации ФСБ России. Кстати, пожалуйста. Николай Федорович Иванов, прошу вас тоже, потому что я думаю, что... Вам смешно, а нам интересно. Ну, на самом деле исторически. Я согласен. Спасибо. Замечательно, спасибо. А сейчас на сцену приглашается участник афганских событий, наш друг Анатолий Васильевич Шакаров. Ему тоже вручается благодарность от имени Управления авиации ФСБ России. Анатолий Васильевич, я прошу вас пару слов буквально сказать. Дорогие друзья, я в первую очередь, наверное, знаю, что такое означает слово маэстро. Как говорится, без вертолетчиков ни один солдат никакого войны, наверное, не победил бы. Любая операция планируется согласовать с вертолетчиками, вертолетным полком. Если правду сказать, где наша группа стояла на афганских соленьях, вот они к нам и летали, и с продуктами, и ранеными, и боеприпасами. Все они сделали. Большое вам спасибо, Николай Федорович, за службу. За службу.
Конечно, я хотел предоставить слово Гордееву Валерию Николаевичу. Лауреат премии Михаила Сеспеля. Добрый день, дорогие друзья, товарищи. Сегодня как бы вот вольный праздник все-таки, то, что вот мы стали лауреатом имени Михаила Сеспеля, и то, что вот книга сегодня, значит, второй тираж, 2000, да, или второй 2000. Я очень рад, что ряд лауреатов премии Михаила Сеспеля пополнился таким выдающимся человеком, талантливым. Вот. Мне эту премию вручили в 2004 году. Там прямо написано, что вот за восстановление памятника истории архитектуры, дом, в котором жил и работал Михаил Сеспель. Это вот те года. Вот. Здание было такое вот в аварийном состоянии, потому что после поднятия уровня водохранилища, тогда вот здание деревянное, 1902 года постройки. И вот то, что вот Валерий Владимирович, помните, да, вы возглавляли пресс-службу городского имущества Чувашской республики Михаила. Да. Михаил Григорьевич. А нам надо было вот, мы искали там офис помещений и так далее, и вот такая идея возникла, давайте восстановим вот это здание, и там будет ваш офис, и заодно там будет располагаться музей поэта Михаила Сеспеля. Это был 1998 год, и в 2000 году мы вот это здание ввели в эксплуатацию, и там же у нас музей, многие, наверное, здесь сидящие были в этом музее. Вот. И вы тоже много раз там присутствовали. Это я горжусь, конечно, то, что вот это здание мы построили нашими силами строительной фирмы «Комплекс». Я директором являюсь. Вот времени маловато, наверное, то, что вот я ученик 4 класса Комсомольской района, Терминного выяснения. В начале школы была, да. И я как зерневой зерна по сбору макулатуры и металлолома первое место занял в школе. И вот и дали как путевку вот сюда, Чебоксар. И начали мы там в первой школе тогда, и именно в то время мы подходили к этому зданию, и экскурсовод там сказал, мог ли я подумать, что вот 57-й это класс, в 61 году, это было 39 плюс 23, да, столько лет, через столько лет в этом здании я буду работать, то есть восстанавливать вот это, то есть восстанавливать этот музей, и буду работать руководителем этой, вообще, ну, не знаю, что это такое. Ничего, да. Доктор, еще раз большое спасибо. А также хочу зачитать информацию, что Герой России, председатель управления общественно-политической организации «Достояние Республики», первому обладателю звания «Достояние Республики», региональному директору авиакомпании «ЮТР», главному герою книги «Позывной маэстро» Николаю Федоровичу Гаврилову вручили памятную медаль к столетию гражданской авиации России. Вручил генеральный директор Юрий Александрович Меняйло, АО «Аэрофьюзел». А также Николаю Федоровичу объявляется благодарность за добросовестное отношение к исполнению возложенных служебных обязанностей, высокие показатели в работе и в честь столетия гражданской авиации. Поздравляем, Николай Федорович. Но я не зря зачитал, что Николай Федорович является у нас региональным директором компании ЮТР, и поэтому от имени Управления авиации по России благодарность вручается генеральному директору авиакомпании ЮТР Андрею Зарменовичу Куртиросову. Николай Федорович, прошу вас передать Андрею Зарменовичу данный документ. А также я хотел предоставить слово тоже нашему партнеру
это директор производственной компании «Гармония» Сергей Дмитриевич Павлов. Добрый день, Николай Федорович. Добрый день, президиум. Добрый день, кадеты. Добрый день, уважаемые сегодняшние мероприятия. Да, действительно, я очень благодарен за то, что, говорится, знаком таким легендарным человеком, Николаем Федоровичем. Для меня, говорится, он действительно, как говорили, наставник, друг, товарищ, пример для нас всех земляков, для всех чувашей. И эта книга была, она, действительно, наша компания, мы собственники, учредители бизнеса, фабрики «Гармония» сразу поддержали для выхода этой книги. Она очень нужна для подрастающего поколения. Самое такое непростое время для России, она как настольная книга должна быть. Поэтому всем рекомендую его прочитать, еще кто не успел. Ну, также, говорится, я в Севильском районе, говорится, школам, всем подойду, библиотекам и району, говорится, несколько пальчиков, чтобы, говорится, все ознакомились с этой книгой. Николай Федорович, большое вам спасибо. Клоняемся, говорится, что эта книга очень важная и нужная книга. На море, и прислал мне фотографию, у него ноги в море, а он сам лежит на камне и читает книгу. Да, это были шикарные фотографии, которые Николай Федорович надолго, можно сказать, навсегда, как я. А также еще была прекрасная новость недавно, да, конечно, мы в новостях публиковали, что недавно Николаю Федоровичу Гаврилову авиакомпании «ЮТР» за подписью Мартирос Андрея Зарменовича было выдан золотой знак, и к этому золотому знаку удостоверение пилота первого класса за номером 14. Среди обладателей, значит, получается, Николай Федорович у нас 4, среди обладателей этого золотого знака от компании «ЮТР» Николай Федорович Гаврилов является единственным действующим пилотом. Задумайтесь. Так что вы общаетесь не с уходящей легендой, а легендой, которая еще творит, растет и взлетает. И это самое главное. А также я все-таки в конце своего выступления, конечно, хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня присутствует, но особенно подчеркнуть, конечно, поблагодарить мою команду. Сегодня не смогли мы подойти, без них бы не получилось. И, конечно, и основного автора это Геннадий Андреевич Яйцова, который живет в Ульяновске, который в процессе написания, мы уже третью книгу с ним написали, и как выяснилось, что он в 1977 году закончил с отличием тоже авиационное училище. Мы потом поняли, почему она такая получилась. Поэтому, естественно, человек, который с отличием закончил авиационное училище, он все прекрасно понимал, и эта книга тем более написана компетентными людьми. Я хотел от имени создателей и читателей книги поблагодарить главного героя книги Николая Федоровича Гаврилова, который находил время в своем плотном графике, чтобы рассказать, прокомментировать, внести правки, а главное вдохновить. А также его супругу Татьяну Дмитриевну Гаврилову за координацию рабочих процессов. Татьяна Дмитриевна, вам аплодисменты. Передаю слово Валерию Владимировичу. Я, Николай Федорович, просто обязан зачитать еще одно приветствие. Человек очень просил, он в данный момент находится в Москве, но душа его здесь. Это Валерий Васильевич Шакин. Послушайте, дорогой Валерий Владимирович, желаю успешного проведения сегодняшнего мероприятия. Большой привет от меня Николаю Федоровичу Гаврилову и Николаю Федоровичу Иванову, кавалерам высшего знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». Я этого не знал. Это очень высокая награда. И подпись: первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, ныне советник генерального директора издательства «Вече» по спецпроектам
кандидат экономических наук Валерий Васильевич Шакин, уроженец Батырского района. Аплодисменты. Усланная Валан Василий Хучанда Бузасом. Наша встреча завершается. Все, что сегодня здесь произошло и происходит, снимается на видео. Здесь присутствуют представители ГТРК «Чувашия», лауреат международной премии имени Михаила Сесполя Марина Корягина. Марина, пожалуйста. Так что смотрите новости. Олег Михайлович будет свой сюжет, он поставит в интернет, и там можно будет увидеть себя в этом сюжете. Ну и в заключение я хочу поблагодарить директора этого научного учреждения, единственного на Земле, больше на Земле нету, Чувашского государственного гуманитарного института, да, Петр Степанович? Хочу поблагодарить сердечно своего друга Петра Степановича Краснова, кандидат философских наук, он депутат Государственного совета. Сергей Михайлович может подтвердить, у нас был выбор с помещением, слава богу, их немало в Чебоксарах, но мы решили провести именно здесь, тем более на этом настоял Петр Степанович Краснов. Аплодисменты. Как обычно, я такие встречи, Николай Федорович, завершаю строчками гениального нашего хузангая, фронтовика, инвалида Великой Отечественной войны Петр Петрович Хузангай. И верховно пор Булатпар. Были мы и есть, и будем. Эмерзе Мирцебараща, Искерзел сказал мне, Кенебежи Зем Жираща Чавашсейн, Кунне, Шулне, Тингерей Пармалалла, Кайренеге Хальгуратпар, Мана Ивана Субала, и верховно пор Булатпар. Дом сгорел, его обвинили, в тюрьму посадили, он уехал. А многие же чуваши уехали. А Волков, Геннадий Николаевич, разве не уехал из Чувашии в свое время? Потом, завоевав славу, честь, вернулся, и потом чуваши вынуждены были признать его. А раньше что не признавали? Кто вам мешал раньше это сделать? Он же здесь жил и работал. Он точку зрения не менял. Он просто сделал на стороне славу, вернулся и признался. А герой России поехал в 19 лет на войну, стал героем России. Его президент присвоил звание Героя России. Вернулся в Чувашию. Что вы из него сделали? Тюрьму посадили и героя сняли. Он доказал еще раз, что он герой является. Он всему обществу доказал, что он настоящий герой. В 43 года написал заявление и сейчас командиром взвода воюет. А кто сомневался в этом? Фамилии сказать? И вы что, не знаете, что ли? Ведь есть люди, которые сомневались, которые принимали обратное решение. Оно неправильное решение. Вот о неправильных решениях надо говорить. А нужно поступать правильно, тогда все будет с нами хорошо. Спасибо, браво. Телевидение Валерий Николай Федорович, Нандаранчин, террас, кашнищина, Шамаркиневатыне, Кирлиз Максим Галадризер, Илтинз Максим Галадризер. Тимирлензе Дранзе. Эбир Пурде, террас Максим Галазан, Пирини Нашсем Сагалдарах Пулаще. Шапла, Анджахта террасихе, террас Махпатни Шитме, Пурныш Пурнзаев Термеле. Шапла, ну, террас Самахизине, где Ирагамалба Галамалла, Ирагамалба Галаганщина, и тлес келет. Он Самахизине, Хаман Видер Каларза, Шанба Берле, Эшлес келет. Лайх Самахсине, где Лайхмар Чунба Галазан, Вол Самахсине и тлемещий Шинзем. Шанбада Чун Жерерень, Ира Сунза, Шинзеня Кала спать. Калама Майбулзан. Майбулмазан, нимде дваймастын. Николай Федорович Шельбулиндер кенегине булаймарма халлихи, анжақ паллах буладыр тыца, мана ица білес келей. Бұл сирен жылт езір мен түстіне унра шав кенегере, бұл мен бақыт хуши жердір езіріна.
Еп книге жирман. Тере урох авторский коллектив книге жирман. Эбе шак событий за небес, ернбе бірле пурунзайр терне. Шак книгине авторский коллектив, тогда пиренчер живра, чизадух на жинзем, каланизем, шав книгере бур. Шав шинзем каланыне булама интересли. Эбе пидех юратмастап, поэт-сэмбе писатель-зем, хойн жинжен жирна книги зене булама. Вот Пирин Викторов есть писатель, вот промеж книги жен мангелес. Господи, курманда зана, пельменде, мангелес. 2 медали за песок. Ну, ман эп ивыл был на бузан, сан книгу не было задухны гыщен, был галать, а те, эп никчан да офицер был масти загалать. Если эс профессия не суйла заильный бузан, ща в профессии сан чабаду спать. Каменщик ес, врач ес, поэт ес, сантехник ес, санчи чапла сантехник была спать, вара ес чабадуган. И ща пурно щульне, книге жирма юрать. А если чабадухман бузаныч, хойн профессинже, нечего книге жирма. Щан бада халь терлерен профессии замбур, кашни профессии де пиди гирлишин зене. Ща вчинный лайх пузан, ща профессинже, вол авторитет ялна суйла задубать. Манран хош прочухнею и дальше Николай Федорович, герой, почетный гражданин республики, сан юлдашузем камзем де заидаще. Камзем сирен юлдашузем. Айта хашутла забгапар. Камзем булаши ман юлдашсем. Еп шамрак шинмар. Еп уже ну май вагат пурнап. Шамрак пунжухне еп хаман шула суйла заильня. Андриан Григорьевич Николаев Перги. Летчик пуласки теня. Ман юлдашсем де хайншуне суйла заильня. Хашпризем артист полна, хашпризем спортсмен полна, хашпризем поэт полна. Вара пурунна, эшлене де. Кашни жинан, шавну май вагат шулибя быны гыщен, мелледе бузан, чабезем, педемледювизем, пулмалла булна. Вот шавн бада эп герой был задана, ман юлдашсем, олимпийский чемпион зем был задана, народный поэт зем был задана. Мана галаш, ес чабадух начнет забегна, ту сладран будет. Щух тебе, обыкновенный человек. Ман юлдашсем де жамбек шинземех, но анчахта терес шулба бырзан, ну май вагат хуши пурунны гыщен, яланах менледе бузан результатсем булаще. Шан бада пиде мана шель, пирень чапло поэцем, Константин Иванов, сесть пельмеши, пиде педжик вагат хуши бурунна. Парут мол щит мели жула жит не булзан, зен соввизем, княгизем, верендюзем, пиде ну май боличеш. Зем пиде талант начин зем болна, анжахта ну май бурун найман. Шав пиде жаль. Шанбада сылохла булар, ну май бурунар и ну май эшлер. Николай Федорович, вот калаше и дольше века длится день. Панги гумбильди. Вот шамбада. Вот терлерень писатель земде шутлаще и терлерень книгизем жираще, вот Чингис Айтматов. Был Шамбегех Национальная Республика Рапурнаганжин, пергенигене черзагурате и шанба хойде чабадугать, хойн халахнеде чабагларать. Шанбада хале еб шутлана шутлазадана дарах Чуваш республикинже пулмалла и жамбек писательзем. Пулмалла будет за жутладап. Анжахта пин писательзем хошинчами был заердеть. Пилик союз писателей булна, анжах Ахмар. Пилик союз писателей. Хальвище. Перлешме булдараймаще. Кашни хайнжень хайнень, еп чапларах, еп лайхрах, шамбек обстановка нимде ширма булмач. Между дизайн возем приберимбе. Тавлашса, варса, туслы ишлемеща. А туслы ишлене булзан, шавн бада паян кунда министр культуры был на булзан, теперь министр культуры гильне булзан, телерень обстановка был булзан. Кама ябах пулачи, нигамада. Анжахта эбер перберня
канзерлезе бурнат бар. Бір-біріне пулушмас бар. Косвенно. Шаунбада кашни шинан хайн чунюбе шудласпать. Паян Кумбексова ширдам. Ну кусова ман пить оптимистичный мар. Вот хашпаджухне Валерий жирать терлерен савазем. Хашпаджухне вол камада ворча жирать. Хашпаджухне хамада халлаза жирать. А Пербек сава жирма юрамаш вол поедан терлерен диапазонно была спать. Но министр культуры она слепит кумбеки де был мала, кумбеки де был мала, кумбеки де был мала. Шаунбада литературын юрамаш рамка зен лартма. Зен чуне сарлага да уже была спать. Анжакта зен шугыш зене тиллезе распать шав чиновник сень. Пирин шаунбек контакт щука. К сожалению. Паянпеде патриотизм берге кыштақта білен галачасы келет. Шагында ажазем шамрыксың духыште, кадет адизем. Чарене бірзадемеле саманце болды шавзем. Візен Сиренбек боласы келет. Візен сиренгіне кере вулана шинзем деші денезем галашы. Мұнашлық ерза елет бере жана булазам деші. Халь, кунда Шагынбек синумра яптарап, звездаба, костюмба, Чынақта манбек пулас келет, интервью илеші манан пиди чапла. Айзыр ман шулба утсагурурга. Сагыр жул Афганистана пул загурурга. Онда шимеде шука, перешеде, вейрешеде. И ман одноклассник сэмбе телефону жүхне калать, пери калать манарама. Эх, тетес міле бурнанжи. Сану бушку да жука, пырмах варжира. Ажизем дезан воспитаться тумаще, еб умбек чатма бударимас. А вы шудлате, а я полдараб за магрзайрай. Попробуйте вот прожить эту жизнь. Она не завидная и не легкая. Я кунда шурол задруса сильнуга тусадаман ведь, а изер вижибин боевой вылетсам дусакурурга. Сагржул лардам орде загалап пребрса, я шудлатымче. Манамеженлар трещи загружу ладец. А за спиной Родина. И вот пурно вчера еврлых семжен нигаманда пурно жирт меч. Кашни чинон хайн еврлых зембур. Но ща в еврлых зене войси дерзе малла гут малла. Утсадуксан вара кайран интервью баба булать. Ну, спасибо, спасибо. Мне тоже было очень приятно, когда вышла молодежь. Книжка не написана для меня, книжка написана для читателей. Вот кто читает, вдруг в жизни есть какая-то проблема, вопрос, и он думает, надо с кем-то посоветоваться. Вот у меня было в жизни много задач, много проблем, все-таки я их решал, тяжело было. Ну, думаю, какие-то 8 тяжелых проблем. Поеду-ка я к начальнику, посоветуюсь, как решить эти 8 проблем. А он меня все не принимает и не принимает, директор ФСБ. Некогда мне, говорит, некогда, иди потом. Ну вот, говорит, сейчас, через неделю мы с тобой полетим в командировку, и мы с тобой поговорим. И вот мы полетели с ним в командировку по всей стране, 3 дня летали, 3 дня были вместе. Я ему не задал ни один вопрос. А в конце командировки все вопросы решились сами собой. Потому что, побывав с человеком, посмотрев, как он решает эту проблему, ту проблему, у меня вопросов нет. Эта проблема решается так, как он. Он мне дал жизненный урок. И не боги горшки обжигают. Надо засучить рукава и делать. Никто, кроме нас, это не сделает. Как объединить в один союз писателей чувашской интеллигенцию? Ну, взять и распустить всех, создать съезд, объединить, и все. Кто это должен сделать? Ну, не мы же с вами. Есть должности, кто-то должен это сделать. Но это разве трудно сделать? Они же не делают, а мы же с вами не можем сделать. Но мы хотим, чтобы был один мощный союз писателей Чувашской республики. Дружный, всесторонний, универсальный, талантливый и так далее. И руки были развязаны. Кто это должен сделать? Не мы же с вами.
Ну вот, поэтому трусливо отсиживаться не надо, а надо вопросы решать. Возник вопрос, надо его решать. Иначе другой вопрос возникнет, другой, третий и так далее. Вопросы надо решать. Есть вопросы, которые сами собой рассасываются, есть вопросы, которые не рассасываются, их надо решать. Мне интересно все-таки, вот на вашей груди звезда, не только ваша гордость, в первую очередь наша гордость, наша. Согласен. Гордость. И вот Я медаль одеваю звезду не для себя, я одеваю звезду для вас. Я стал таким, потому что я родился в Чувашии, дышал тем же воздухом, пил ту же воду, и тогда такой человек может стать героем России сегодня. Я это хочу сказать. Мне гораздо лучше в джинсах и в спортивном костюме ходить, мне удобнее так. Но я одеваю ее для вас, для детей, для подрастающего поколения. А как вы приняли медаль Сиспеля? С гордостью и с большим восхищением. Вот. Это я уже сказал. Для меня большая честь, что следующим лауреатом стал уроженец села Янгличи Канашского района, ваш покорный слуга. Это авансом, я буду работать дальше еще лучше. Например, не был бы я лауреатом премии, я бы хуже бы работал. А сейчас я лауреат премии, я же должен лучше работать. Я обязан, у меня обязанностей добавляется. Спасибо вам.